В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Всем привет! Это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Слушайте нас круглосуточно на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18. Тема дня. В Крыму в районе села Пионерское был похищен и избит Асан Игиз, делегат Курултая крымских татар. Что известно об этом похищении, почему в Крыму систематически задерживаются активисты крымско-татарского национального движения, члены Меджлиса, делегат Курултая в данном случае, чего хотели добиться похитители. Об этом мы поговорим после сюжета о том, как произошло похищение и первой реакции на него. Крым в центре внимания. Днем 23 мая неизвестные в форме сотрудников ГИБДД России похитили делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Это случилось в районе села Пионерское, недалеко от Симферополя. О похищении сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Позже, вечером того же дня, объединение «Крымская солидарность» сообщило о том, что похищенного нашли избитым в Симферопольском районе. Сразу после этого адвокат Айдер Азаматов и брат Асана Абдурахман Игиз увезли его в больницу. Вскоре в комментарии журналистам Асан Игиз сообщил, что считает все случившееся с ним еще одним актом устрашения крымских татар, поскольку ранее ему не поступало каких-либо угроз. Адвокат Асана Айдер Азаматов рассказал, будет требовать расследования этого дела и следить за работой крымских правоохранительных органов. Мы подали все соответствующие документы, заявления о похищении, о возможном преступлении со стороны должностных лиц. Естественно, будем мониторить все это. Асан считает, что все это связано с притеснениями крымских татар на территории Крыма. На информацию о похищении отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На своей странице в Твиттер он выразил протест действиям российских властей. Люди исчезают и подвергаются репрессиям в Крыму. Мы протестуем против задержания и жестокого избиения делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Игиза. Похоже, Кремль считает, что такие преступления могут быть совершены безнаказанно. Публичных комментариев российских силовиков по поводу инцидента с похищением и избиением Асана Игиза нет. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете присоединяться к нашим трансляциям в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Обязательно зачитаем, озвучим наиболее интересные. До эфира мы связались с самим Асаном Игизом и расспросили его, как все происходило. Давайте послушаем. Крымчане говорят. Несколько человек схватили, скрутили, завели в машину, надели на голову мешок, руки скрутили за спину, надели наручники, несколько сделали ударов в корпус, положили лицом в пол. После этого в районе часа, может быть чуть более, везли в машине по трассе, насколько я понял, стиль вождения водителя. Несколько раз заезжали на грунтовую дорогу, были в городе, потом выехали за город. Машина несколько раз останавливалась, заходили, выходили люди, открывали багажник, что-то грузили, либо выгружали. После этого заехали опять в конце всего этого на грунтовую
основную дорогу, заехали, как я уже слышал, трава шелестит по дну автомобиля, заехали в поле, заехали в лесополосу. Там меня вывели из машины, сняли наручники, положили лицом в землю, сказали, что нужно считать до 200 и ушли. Оставили меня. После этого я вышел на открытую местность, увидел, что эта местность мне незнакомая, раньше не бывал. По тропинке вышел к основной дороге, на общественном транспорте доехал до Симферополя, там на такси добрался до своих близких. Но так как это, к сожалению, не первое событие в Крыму подобного рода, я, разумеется, понимал, что это одно из похожих похищений, которые уже были в Крыму. Я уже понимал, что меня похитили, но не знал, в каком направлении и с какой целью меня везут. А задавать им вопросы я не стал. Во-первых, это было бессмысленно. Во-вторых, они сами потребовали в очень жесткой форме не общаться с ними и вообще ничего не предпринимать. У них были все атрибуты сотрудников ГИБДД или ДПС, но были ли они таковыми, я не могу утверждать, потому что похищать людей не входит, насколько я знаю, в обязанности и в практику подобных служб. Поэтому не могу говорить на 100%, являлись ли они на самом деле сотрудниками ДПС. Все атрибуты, то есть форма, жезл, автомобиль и так далее, напоминали стандартный экипаж сотрудников госавтоинспекции. В первую очередь мы обратились в полицию и в Следственный комитет с заявлением о похищении человека. Надеюсь, что они примут соответствующие меры и будем продолжать искать все возможные законные способы привлечения виновных к ответственности. Поиска и привлечения виновных. Сегодня в Крыму ситуация абсолютного беззакония и системного беспредела в отношении безопасности и похищения людей. Поэтому не только я, но и любой другой житель Крыма в принципе не может себя чувствовать в безопасности в такой ситуации. Особенно, когда правоохранительные органы не реагируют должным образом на подобного рода происшествия. Крымчане говорят. Итак, это был комментарий непосредственно жертвы этого похищения Асана Эгиза. И действительно он говорит о том, что это не первое похищение, вот подобное, на Крымском полуострове. Да, действительно, 2 года назад в Крыму был похищен Эрвин Ибрагимов. Мы о нем вам регулярно тоже говорим, о том, как вообще развивается эта история. 2 года назад в Бахчисарае был похищен Эрвин Ибрагимов людьми, которые были одеты в форму сотрудников ДПС. И до сих пор ничего не известно об этом. Российское следствие так и не раскрыло этого дела. Более того, родственники и адвокаты Эрвина говорят о том, что следствие не продвигается вообще никак. 2 года уже прошло с этого похищения. С нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Тарас, здравствуйте. Итак, что можно еще добавить об этой истории? Есть ли какие-то версии, зачем похищали Асана Эгиза? Да, тут, наверное, с этого и стоит начать, что самое главное в истории Асана Эгиза, это помимо того, что он нашелся, это то, что мы так и не узнали, зачем это было сделано. И мне кажется, что здесь вот как раз-таки одна из таких каких-то, наверное, бонусных целей, до которых добивались похитители, это посеять вот такую панику неизвестности, наверное, и там в голове у Асана, и в принципе у крымских татар, наверное, чтобы вот как-то вот они ходили и думали, что это может случиться с любым, кто здесь вот там как-то может что-то проявлять. Хотя, например, я, например, не был знаком с Асаном до там вот этого случая, и этот случай в том числе, то, что никто не знал его до этого, да, то есть там он не активист какой-то особо выделяющийся и человек, который проявляет здесь какую-то там супер видную позицию, еще больше, мне кажется, намекает на то, что абсолютно какая-то случайная такая жертва, не совсем, конечно, случайная, то есть там у него есть какой-то бэкграунд, но тем не менее, мне кажется, это чем-то может объяснить цель похитителей, с учетом того, что они не предъявили каких-то обвинений, каких-то условий, может быть, молчать или чего-то там не делать. Потому что я напомню, что, допустим, это действительно не первый случай, помимо Эрвина Ибрагимова, здесь была масса случаев, когда людей также вывозили, допустим, в ту же лесопосадку, но им ставили конкретные условия. Это сотрудничество, допустим, со следствием и
работа в качестве какого-то стукача или там тайного свидетеля по делам Хизбут Тахрир. Вот таких случаев здесь как минимум 5. 5 таких случаев? Того же Петра... Да, вот, допустим, тот же Петр Бородин из Ленина, это недалеко от Керчи, поселок есть. Это очень похожий случай, как и с Асаном. Его тоже вывозили в лесопосадку, но ему, помимо того, что его избивали, ему угрожали травматическим оружием и прямо говорили, что, пожалуйста, сотрудничай с нами по делам Хизбут Тахрир в качестве свидетеля и стукача, либо сядешь сам по этим делам. Но он отказался, и, собственно, вот сейчас вот он, наверное, ходит в каком-то тоже подвешенном состоянии. Этот случай, если не ошибаюсь, полугодичной давности. Также был случай с Эмилем Мухтеремовым, крымский татарин, тоже очень похожий случай. Там обошлось без оружия травматического, но там тоже были угрозы в адрес этого молодого человека, и также вот условия сотрудничать в качестве свидетеля по делам Хизбут Тахрир. Наверное, можно вспомнить громкий, но давний случай Эмиля Кросса, когда человека пытали током. Также это все связано с громкими уголовными делами по Хизбут Тахрир, по терроризму. Ну вот, собственно, что я могу вспомнить, это навскидку. На этих случаях здесь все хватает, на самом деле. То есть правильно я понимаю, что подобные похищения людей, избиения, вывоз куда-то в лесополосу — это такой стиль работы сейчас российских силовиков в Крыму? Можно ли говорить, что это уже как правило? Мы на самом деле здесь как бы люди в форме ГИБДД, то есть как бы вот знак вопроса, кто это такие, да, то есть мы не говорим, что это ГИБДДшники, да, понятное дело, что ГИБДД таким и занимается, вот, что это там люди в форме. И вот, собственно, мы с адвокатом общались, и, ну, здесь как бы явный вывод, да, кто это делает. То есть здесь понятное дело, что это там 90%, что это сотрудники ФСБ. И очень хорошо на самом деле, что есть хоть какая-то зацепка в истории с Асаном. То есть есть за что зацепиться, что здесь фигурируют должностные лица, да, то есть там люди в форме ГИБДД. Уже, соответственно, можно писать какие-то конкретные заявления, какие-то конкретные жалобы, хоть как-то качать эту ситуацию. Потому что, допустим, с этими ребятами, про которых я рассказал, там не было такой истории. То есть там просто люди в штатском, в микроавтобусе вывозили и вот проводили такие беседы. То есть там намного сложнее эти ситуации как-то раскачивать и добиваться какого-то правосудия и как-то, чтобы среагировали власти на это. Там ситуация сложнее. В любой ситуации подобное похищение человека — это история довольно-таки резонансная. И понятно, что интерес общественности к этой истории есть. Но такой вопрос. Пишут ли об этом что-то крымские средства массовой информации? Что-то об этом говорится в крымском информационном пространстве? Ну вот я, например, знаю, что про случай с Асаном Эгизом писал Крыминформ. И они писали достаточно нейтрально. Они только умолчали о том, что его сильно избили, пока вот возили по городу и за город. И вот честно, я не знаю, зачем они это сделали, то есть зачем они это написали. То есть там такая абсолютно более-менее нейтральная заметка, как для Крыминформа. Исключение из правила, да? Нашелся. Да, абсолютно верно. Асан Эгиз нашелся там, и вот они пересказали вот эту историю, в принципе, что сделали украинские средства массовой информации. А вот по тем случаям, которые я перечислил, и в том числе про Эрвина Ибрагимова, вот полная тишина.
Спасибо. Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист. Мы продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму и желаете принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также продолжайте комментировать наш эфир в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Здесь пока вот традиционная перекличка проходит у нас от Харькова до Бахчисарая. Пишет Илья Борисович: если Россию признают спонсором терроризма, может, наконец-то чемпионат бойкотировать будут цивилизованные страны. Вот такие мнения. Выражайте свое мнение. Мы приглашаем всех выразить свое мнение в нашем эфире. Продолжим через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о похищении Асана Игиза. И сейчас мы продолжим разговор с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Игиза. Айдер, здравствуйте. Итак, о состоянии здоровья Асана Игиза. Сняты ли побои? Как он себя сейчас чувствует? Доброе утро. По поводу состояния здоровья. Вчера мы виделись с Асаном, мы ходили в Следственный комитет. Он, конечно, чувствует себя намного выше, чем это было в день его похищения, потому что в день его похищения он был такой весь измученный, весь уставший. И когда мы его обнаружили, у нас были опасения по состоянию его здоровья, конечно, и сразу мы поехали в больницу, в 6-ю городскую больницу Симферополя. Там нас осмотрел врач. Тот врач, который находился там, он сказал, что особо никаких там опасений нет. Он осмотрел лицо Асана, осмотрел тело и сказал, что есть там небольшие ссадины на лице. И то, что он уставший, ему нужно отдохнуть, поспать. И порекомендовал нам там некоторые мази по поводу, чтобы помазал он там лицо, и чтобы снять эту отечность. А в целом состояние здоровья нормальное. Продолжаем разговор с Айдером Азаматовым. Продолжим после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что Украина уже давно доказала свою враждебность. И поэтому наши спецслужбы должны выявлять и нейтрализовывать всех этих хохлядских провокаторов. Во-первых, пожалуйста, будьте с нами на связи. У меня к вам есть вопрос. Во-первых, я попрошу вас воздержаться от любых оскорбительных слов. Это неприемлемо в эфире Радио Свобода. Тем более, что вы звоните нам постоянно, и вы должны были уже это каким-то образом уяснить. Скажите, а вас не беспокоит, что по Крыму передвигаются вот некие люди в форме сотрудников ГИБДД и воруют людей? Без суда, без следствия. Меня больше беспокоит, что Украина сюда засылает своих террористов. Боже мой, у вас все смотрите, чтобы вы как-то вот в роли такого террориста каким-то образом не оказались, потому что практика показывает, что в Крыму на этом месте может оказаться, в принципе, каждый. Мы продолжаем разговор с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Игиза. Айдер, пожалуйста, ваша реплика на звонок нашего слушателя. Не буду комментировать по этому поводу. Человек свое мнение какое-то. Здесь действительно
Да, давайте, наверное, продолжим конструктивный разговор. Скажите, вот по этим людям можно ли каким-то образом установить личности или принадлежность похитителей к каким-то российским силовым структурам? Ну, по поводу принадлежности к российским силовым структурам, ну, пока об этом рано говорить, потому что сейчас ведется следствие по этому поводу, и опрашивали вчера вот Асана, по порядка 2 часов в Следственном комитете его опрашивали, как это было, видел ли он кого-то, может ли он опознать кого-то из них, потому что кроме тех неизвестных людей в форме, ну, в камуфляжной форме, которые были в масках, там, в балаклавах, ну, их невозможно там взять и опознать, там были люди, которые были одеты в форму сотрудников ГАИ, ГИБДД. Они, кстати, были без без балаклав, там, без каких-то там... Ну, то есть лица у них были открыты, и, может быть, их можно будет как-то опознать, а там уже узнать информацию из силовых структур, есть ли такие люди у них. И, насколько мне известно, были уже сделаны ряд запросов в тот же ГИБДД по поводу возможного патрулирования их сотрудниками вот в том районе. Ну, опять же, это такой запрос, чтобы вот уточнить, были ли сотрудники ГИБДД там настоящие, да, в тот момент на месте, где его похищали. Продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Я хочу поговорить насчет, вот вы говорите, что это государственная структура. Может это быть просто отщепенцы, которые это делают. Плохо работает, может, милиция тоже, что не ловит их. Отщепенцы, которые ловят и специально хотят показать свою силу какую-то или что, как среди молодежи было. То есть какие-то самозванцы надели форму сотрудников ГИБДД и Да, это похищают бывает людей. Часто так. Это раз. И второе, я хочу сказать. Вот, слушайте, я звоню вам по своему телефону, вы все время отвечаете там тра-ла-ла, ба-ла-ла, и никогда не включаете. Я уже беру невестке телефон, и все. Хотя вы говорите, что для всех доступ открыт. Открыт. Меня это удивляет. Понимаете, я сейчас не по своему телефону звоню. Свой вы вырубаете. А я вас никогда не оскорбляю, а говорю объективные вещи. Ясно, претензия принята. Ну, возможно, это какая-то техническая неисправность, правда, не знаю, в чем дело, потому что, ну, вот перед вами звонил нам человек, который дозванивается постоянно и, к сожалению, допускает некоторые оскорбления в нашем эфире. Ну, что ж уж делать, если мы уж декларируем такую открытость. Дозвониться могут действительно все. Возможно, имеет место какая-то техническая проблема. Продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Айдером Азаматовым, адвокатом Асана Эгиза. Айдер, у нас буквально пару минут осталось. Ну вот действительно, да, у нас слушатель говорит, что вот у него такая версия появилась, что в Крыму некие люди просто занимаются разбоем, одевшись в форму сотрудников ГАИ. В любом случае, эта история вопиющая. Подано ли заявление об этом похищении? И как вы считаете, будет ли эта история расследована российскими силовиками? Заявление о похищении еще было подано в день, когда его похитили его братом в полицию. И заявление было также подано в Следственный комитет по факту возможного участия в этом каких-то там должностных лиц. Опять же, мы не можем утверждать. Ну и хотел бы вот по поводу мнения слушателя этого, по поводу чеченцев. Ну, я бы не оскорблял бы этот чеченский народ, потому что не обязательно, чтобы это был всегда чеченец, если речь идет о похищении. Это прекрасный, нормальный народ, с которым можно общаться, и не обязательно говорить, что если он чеченец, значит он вот прирожденный какой-то там преступник или там непонятный человек.
поводу раскрытия этого преступления, мы будем поэтапно проходить все эти стадии. Сейчас я не буду говорить, будут ли они что-то делать или нет. Они делают пока то, что они должны делать. Они вчера опросили и ГИЗа, и предпринимают меры для того, чтобы провести все оперативно-розыскные мероприятия. Спасибо. Мы будем далее внимательно следить за тем, как развивается ситуация. К сожалению, подошло к концу время этого эфирного блока. Напомню, что с нами на связи был Айдер Азаматов, адвокат Асана Эгиза. Мы продолжаем эфир. Напомню для тех, кто слышит нас на средних волнах, что мы продолжаем вещание на частоте 105,9 FM на сайте Крым Реалии, Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к нам. Мы продолжим через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».